В зале Национальной библиотеки собрались работники культуры, образования, общественные деятели и молодежь. Здесь проходит презентация международного видеопроекта, разработанный сотрудниками соцучреждения. Это запев из романа «Из тьмы веков», который представлен на 7 языках народов мира. Снежные вершины, громады скал, от сотворения мира в хаосе поднявшиеся к небу, дремучие леса, кипящие потоки шумных рек, луга. Общественный деятель и краевед Муса Зурабов рассказывает о своей авторской работе «Аланы, асы, ингуши». Труд о том, что без прошлого нет будущего. И поэтому мы – наследие этноса, который воинственно сражался за право быть и жить на своей земле, несмотря на натиск вражеских завоевателей, обязаны знать свою историю и прежде всего свою самобытность и этническое происхождение. Все население описываемого уголка известно под общим именем ингушей, состоящих из нескольких отдельных фамилий, ведущих свое происхождение от различных родоначальников, впервые осевших на занимаемых ныне ими местах, но за самым малым исключением утративших всякое воспоминание о том, когда и откуда, собственно, вышли их предки. Вот представляете, человек удивился тому, что ингуши не знают свою древнюю историю. Это книга, которая поясняет читателю происхождение этнонимов «Аланы, асы, ингуши». Содержание охватывает исследовательские труды путешественников, географов и арабских историков X и XI веков. Здесь есть информация о происхождении, укладе жизни, особенностей культуры и характера наших предков, об их отношении к жизни и смерти. Монолог с читателем Муса ведет, описывая и самые тяжелые моменты в летописи нашего этноса. Главной причиной вот этого события было нашествие полчищ Тамерлана на нашу территорию в целях уничтожения монгольского войска Тахтамыша. Тогда, в 1395 году, вся равнинная территория, которую занимали ингуши и чеченцы, была очищена от местного населения. Все было уничтожено поголовно, все разрушено, все сожжено. У нас было много золота и много других ценностей. Все это было захвачено и увезено. В связи с тем, что территория эта была очищена от населения, от ингушей и чеченцев остались те люди, которые тогда жили в горах или оказались случайно в горах. Там спасаться, убежать практически возможности не было. Конница налетела, все уничтожала, грабила и убивала. В книге упоминаются труды докторской диссертации испанца Агуста Алиманя на тему «Письменные источники об аланах». Также Муса использовал записки американского профессора Бахраха, который в 1973 году написал о роли аланских племен в великом переселении народов. Книга Мусы Зурабова вышла в свет в декабре прошлого года тиражом 1000 экземпляров в издательском доме Ростова-на-Дону. Библиография использованных источников составляет около 50. В содержании описывается происхождение ряда других кавказских народов и поэтому, несомненно, вызовет интерес читателя за пределы региона. Книга, как известно человечеству, свойственно вообще изучать свои истоки, свое происхождение. И эта книга интересна тем, что в ней использовано, очень привлечено, несмотря на то, что это научно-популярное издание, очень много интересных научных исследований, в том числе и древних авторов, и современных авторов мировых, с мировыми именами. И это очень скрупулезный, очень такой подвижнический труд человека, краеведа, который, мы думаем, что будет служить дальнейшим исследованием, стимулом к дальнейшим исследованиям истории нашего народа. Новое историческое издание будет бережно храниться в Национальной библиотеке имени Джамалдина Яндиева, где каждый желающий сможет ознакомиться с исследованием краеведа. Адам Мережков, Хамзат Халухоев. Новости 24.